Луций Корнелий Сула воевал со своими противниками, которые назывались всадниками, а его сторонники были сенаторами. Уже первые участники очного тура мотивируют детей нестандартными приемами и подходами. Историю Древнего Рима учитель из Ижмы Егор Терентьев преподает в игровой форме. Но важно не только дать информацию, научить мыслить, считает педагог. Тема досталась непростая, но тем интереснее. Да, совершенно верно. Это была первая гражданская война. Это не просто война, это гражданская война. Совершенно верно, молодец. Между гражданами одного государства, в данном случае у нас Рим. Ученики сами определяют тему урока, вычленяют причинно-следственные связи, делают выводы. Приемы технологии развития критического мышления сработали эффективно. Впечатления от урока у меня остались позитивные. Отлично было работать с учащимися. Они были очень эрудированы, интересны, с чувством юмора сегодня неожиданно. Урок прошел очень насыщенно. Единственное, что был огромный материал, пласт материала, и мы не до конца успели раскрыть, завершить последний урок. Элемент чуть-чуть оставил чувство такой неудовлетворенности только мной и концовкой урока. А так сам процесс был очень хороший. Благодаря детям я даже немножко успокоился. Татьяна Петришина дважды становилась учителем года в родном муниципалитете. Стала лауреатом международного конкурса, за что получила возможность стажироваться в Калифорнийском университете. Постоянно самосовершенствоваться – вот залог успеха, считает педагог. Ведь с каждым годом удивить не только специалистов, но и учеников становится все труднее. Урок сегодня должен быть современным. У меня была интерактивная доска. Ребята работали активно с ней. Она помогает интенсифицировать урок. То есть мы за это же время, за 45 минут успеваем сделать гораздо больше. И урок, конечно, прежде всего, это использование системно-деятельностного подхода. То есть все дети, весь урок были включены в деятельность. После каждого урока тщательный самоанализ. Педагоги должны оценить свое профессиональное мастерство и эффективность урока. У жюри немало вопросов. Еще одна проверка компетентности. За красную линию я взяла, уже коллеги знают, я не раз обобщала свои материалы и на уровне республики, и на уровне России, поэтому они знают, что моим коньком является метод в образовательной системе, который носит название «Интеллект-карта». И если в 2015 году интеллект-карта сквозила именно как метод, работающий на уроке, то в этом году я ее представляю как элемент целой стратегии своей деятельности уже как педагога. Предварительно участники прошли не только испытания в своих муниципалитетах, но и заочный тур. Жюри изучили интернет-ресурсы участников и эссе «Я учитель». Насколько теория совпадает с практикой, будет понятно по итогам первого этапа. В финал пройдут 8 конкурсантов, которым предстоит еще несколько испытаний. Урок оценивается по 100-бальной шкале, и самые разные аспекты, начиная от информационной культуры педагога, от его методической проработанности в целом урока, о том, как выстроена работа с обучающимися, какой развивающий эффект имеет урок и так далее. Все эти критерии, они совпадают с теми критериями, которые предъявляются конкурсантам на российском этапе. В этом году большинство заявок от учителей начальных классов и впервые сразу 5 представителей сильного пола. Победитель регионального конкурса представит республику на главном этапе. Учителя же года России определят в сентябре в Санкт-Петербурге. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.